В городе Бишкек состоялся круглый стол, посвященный взаимодействию судебной системы со СМИ. Мероприятие состоялось при участии председателя Верховного суда Кыргызской Республики Замирбека Базарбекова, а также других представителей высшего судебного органа, заместитель председателя Нурлан Мусаев, судья Кеңешбек Туктамамбетов, руководитель аппарата Эркинбек Мамыров, а также пресс-служба, который проиграл, в суде. Вы уже представляете, какие там эмоции. Также принимали участие и ключевой эксперт программы верховенства права в Кыргызской Республике «Вторая фаза» Александр Тенасе и национальный эксперт программы Илгиз Приев. Мен жарандардын сот системасына канааттануу деңгээли тууралуу калыптанган пикирге таасир эте турган айрым статистикалык маалыматтарды сиздердин алдыңыздарда айтып берейин. Эгер объективдүү фактыларга, статистикага кайрыла турган болсок, урматтуу журналисттер, үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында биринчи инстанциядагы соттор тарабынан жалпысынан 53.879 иш каралса, анын ичинен 1944 гана иш жогорку сотто кассациялык тартипте каралган. Бул жалпысынан 3,6% иштер жогорку сотко даттанылган дегенди билдирет. Демек, көрүнүп тургандай, калктын 80% сотторго ишенбейт деген калыптанып калган пикирди объективдүү маалыматтар жокко чыгарат. Судья Верховного суда Кыргызской Республики Кеңешбек Туктамамбетов в своем выступлении на тему «Практика освещения судебных дел. Плюсы и минусы» призвал журналистов быть внимательными к деталям при написании материалов о тех или иных судебных процессах. Порой в стремлении рассказать о вопиющем преступлении журналисты раскрывают частную информацию, раскрывая названия маленьких сел, городов, номера школ и даже имена и фамилии близких родственников пострадавшего лица. Из новостных лент все мы читали, что отдельные пострадавшие от насилия стали жертвами стигмы в сообществах, в которых они учатся, живут. В этой связи призываю журналистов пользоваться деперсонификацией, скрывать настоящие имена не только пострадавших, но и близких родственников при журналистских расследованиях, аналитических материалах, целью невозможности определить личность жертв насилия. В свою очередь Александр Тенасе затронул тему взаимоотношений судей со СМИ и рассказал о международном опыте. Также эксперт отметил, что подобные мероприятия, на котором стороны открыто обсуждают пути эффективного сотрудничества, может стать толчком для выхода на качественно новый уровень взаимодействия. Мы говорим о судебной системе и о суде. Пользуясь возможностью, участники круглого стола смогли озвучить свои предложения, пожелания, рекомендации для обеспечения широкого информирования населения о деятельности судебной системы. Зарбек Романович, сиз келген чындыгында жакшы болду. Массалык маалымат каражаттар менен байланыш жакшыраак деп айтсак болот. Резюмируя, Замирбек Базарбеков отметил, что в целях обеспечения информационной открытости и прозрачности судебной системы отношения между судами и СМИ должны строиться по законам двустороннего движения. Судебная система должна предоставлять информацию для СМИ, а СМИ, в свою очередь, должны не только требовать информацию из первых рук, но и помогать развитию судебной системы и правовому просвещению общества. Отмечаем, что мероприятие проведено при поддержке программы верховенства права в Кыргызской Республике «Вторая фаза».